Здравствуйте, в эфире программа «Вечные ценности». Мы посвящаем этот выпуск Дню работников средств массовой информации Казахстана. И сегодня у нас в гостях человек, который знает о нашей профессии все. Известный журналист, поэт, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Асыл Сагимбеков. Асыл Уланович, здравствуйте. С каким чувством вы встречаете свой профессиональный праздник? Во-первых, наш праздник дает нам возможность проанализировать прошедший период, сделать определенные выводы, посмотреть назад, что мы сделали, что не сделали, и с учетом этого строить какие-то дальнейшие планы для развития наших изданий. Конечно, хотелось бы, чтобы в этот праздник журналистское сообщество отвечало широко, чтобы мои коллеги были всегда рады тому, что они достигли тех достижений, которые сегодня есть у них, чтобы они радовались этим достижениям, чтобы в нашем цеху всегда царило взаимопонимание, и журналисты всегда чувствовали себя защищенными, особенно что касается их профессиональной деятельности. Конечно, есть и определенные проблемы, например, касательно печатных СМИ, сегодня развитие печатных СМИ, потому что я сам работаю долгое время в газетах и журналах, и поэтому могу сказать, что сегодня, конечно, самый главный бич — это падение тиража, сокращение подписки. Есть много причин, которые приводят к этому. Наверное, одна из них — это то, что со временем падает культура чтения. В частности, сегодня газеты практически молодое поколение не берет в руки. В основном газеты читают люди старшего поколения. И это тоже является проблемой, хотя недавно наш президент подписал указ, и сегодня именно развитию культуры чтения будет отдаваться прерогатива. Не только газеты, но и книги. Сегодня будет уделяться внимание развитию и библиотечной сферы, и книгораспространения. И я был бы счастлив, если бы и когда-нибудь и газеты, и журналы вновь обрели своих читателей. Это о чем у вас болит душа. А что все-таки в этот день вам хочется вспомнить или о чем помечтать? Хорошем, душевном? Что вдохновляет вас все эти годы? Конечно. Так как это праздник, давайте говорить и о позитивных моментах. Конечно, они тоже есть в нашей деятельности. И мы хотим, чтобы государство уделяло внимание развитию печатных СМИ, чтобы наш труд был всегда востребован, чтобы наши журналисты, работая, никогда не думали о каких-то бытовых проблемах. И я, например, со своей стороны, у меня коллектив небольшой, но тем не менее мы часто собираемся, делаем различные выезды на природу, где-то отмечаем вместе праздники. То есть жизнь продолжается, сплоченный коллектив, он всегда даст для развития, для осуществления различных планов, наверное, больше, так сказать, выгоды, потому что когда есть взаимопонимание в коллективе, когда люди работают, так сказать, на одной волне, всегда можно достичь каких-то поставленных задач и целей. Конечно, я тоже мечтаю, как и все многие из моих коллег, тоже мы мечтаем о том, чтобы сегодня у нас были современные средства техники для того, чтобы мы достойно выполняли свою работу. И, конечно, наша работа всегда сопряжена с различными и рисками различными, и хотелось бы, чтобы и с этой стороны была какая-то защищенность. Вы правы, что читать, наверное, стали меньше, но писать зато стали больше сейчас. И сегодня, опубликовать, черкануть текст и опубликовать может абсолютно любой человек со смартфоном. И
помимо, понятно, журналистов, да, мы стали получать информацию от блогеров, от очевидцев. Но вот все-таки, на ваш взгляд, в чем осталась уникальность именно и миссия профессионального журналиста, человека, который выбрал это своей жизнью, своей профессией? Я с вами абсолютно согласен. Сегодня каждый может стать сам себе режиссером, и это мы видим в информационном поле, в блогосфере. Но уникальная особенность журналиста — это все-таки, наверное, как бы она ни банально звучала, нести правду в общество, нести правду народу, который доверяет информации официальной. И ответственность журналистов в связи с этим возрастает, потому что сегодня, вы правильно сказали, да, очень много блогеров. Что движет этими блогерами? Не все. Мы догадываемся, да. Некоторые преследуют какие-то свои корыстные интересы, некоторые работают на определенные организации. Вот. Кто-то хайпует, как говорят, да, чтобы поймать вот какую-то свою минуту славы. Вот. Но именно, как я уже сказал, да, журналист, он должен прежде всего отстаивать интересы своих читателей. Это было и раньше, и сегодня это сохраняется понятие. Поэтому в этом направлении, конечно, есть у нас еще немало журналистов, которые дорожат своей профессиональной этикой, честью. Вот. И я бы хотел даже пример привести. Когда я работал в «Казахстанской правде» главным редактором, у меня была журналист Зарина Накрабекова. И вот она поехала в Северный Казахстан там погостить к родственникам. И в соседнем ауле узнали, что приехал журналист вот с «Казахстанской правды», центральное издание, и к ней пришла целая делегация. Люди пришли со своими проблемами. А проблема была в чем? Там в основном жили переселенцы по программе «С юга на север» была программа. И всем им там обещали различные блага, хорошие условия, но в итоге, как она потом выяснила, да, это всего лишь была такая картинка. Людям дали дома, но в них не было ни воды, не у всех было освещение, не было никаких условий, и работы тоже не всем предоставили. То есть люди, как-то можно сказать, где-то выживали. И вот она, поговорив с людьми, сделала публикацию, у меня спрашивает: Асуланыч, вот такой материал? И я говорю, конечно, вперед. И мы напечатали этот материал, и на следующий день наш президент отреагировал в Твиттере. Он дал указание проверить, разобраться. В итоге туда приехали комиссия, поехали съемочные группы наших центральных каналов. Все факты подтвердились. И в дальнейшем, значит, местный сельский аким и там был снят с должности, и районный тоже, по-моему, насколько я помню. То есть это о чем говорит? О том, что журналист, даже несмотря на то, что он в отпуске, никто его не заставлял, не обязывал, он вот откликнулся на чаяния и проблемы простых людей и подготовил публикацию. И в дальнейшем, насколько я знаю, там эти вопросы, проблемы решились. Вот мне интересно, за многие годы вы ни разу не пожалели, что выбрали журналистику своей профессии? Ведь смежных профессий много, и с вашими талантами вы могли в какой-то момент уйти по другому направлению. Я вам так скажу, я должен был бы стать, наверное, врачом по задумке своих родителей, потому что у меня вокруг одни врачи, и отец, и родственники. Как говорил мой дедушка, можно было открыть собственную поликлинику. Вот. И я не скрываю, я поступал в медицинский, но по какому-то стечению обстоятельств я не поступил. И у меня был дядя, его уже нет в живых, Мурат Байжанов. Он в то время был известным журналистом, работал, одна из его должностей была, значит, собственный корреспондент газеты «Известия» по Казахстану в 80-е годы. Я часто с ним встречался, был у него дома. У него дома собирались известные в то время журналисты. То есть я вот оказывался в этом, так сказать, сообществе, я слушал их рассказы. То есть это настолько было интересно, увлекательно. Тогда я начал сомневаться в своем выборе. И дядя на меня подействовал, он говорит: зачем тебе эта медицина? Ну ты же сам подумай, ты, говорю, пишешь там стихи, я еще с детства пишу, там какие-то рассказики.
Он говорит, давай вот развивай себе это направление. И порекомендовал мне вот, значит, поступать в Казгу. И что интересно, я поступил очень легко, как бы, то есть, наверное, в этом есть какое-то, может быть, провидение в том, что я выбрал журналистику своей главной, так сказать, специальностью в жизни. Ну, говорить о том, что я бы поменял профессию, ну, наверное, сложно, но, ну, конечно, мне нравится поэзия, там, писательство, да, я тоже пишу и прозу. Это, наверное, не профессия, это больше, так сказать, для души, а именно с профессиональной точки зрения журналистика дает много возможностей для развития человека. Я за свою жизнь, ну, ни разу не пожалел о том, что оказался вот на этом поприще. Ну вот помимо республиканской газеты «Казахстанская правда» вы возглавляли еще несколько изданий, которые по факту фиксировали историю независимого Казахстана день за днем. Вот какие это были издания и насколько вам было интересно или сложно во все это адаптироваться? Да, прежде чем попасть в «Казахстанскую правду», скажем, это был 2007 год, да, 2006-2007 на границе этих лет, судьба меня свела с Ерланом Бехожиным, известным журналистом, да. Он мне как-то позвонил и говорит, Асыл, говорит, давайте встретимся. Говорит, вот мне в газету «Литер» нужен главный редактор. А я в то время работал в информагентстве «Казинформ», обычным корреспондентом. Я понял, что это шанс, наверное, какой-то. Тебе судьба дает, и ты должен этим воспользоваться. И я приехал на встречу. Когда он мне, кстати, позвонил, он меня застал вообще, я где-то был в городе, был одет в джинсы, футболки, в каких-то сланцах. У меня не было времени просто поехать там, одеться, переодеться, как говорится. Я просто приехал, и пока я ехал, я обдумывал, что я скажу, какие ему свои планы и представления развития этой газеты представлю. Но в итоге мы встретились, вот в кофейне сидели, и я, ну, скажем так, обрушил на него вот этот весь свой, так сказать, заготовленный за это время потенциал различных планов и идей. И в заключение он так сидел и говорит, Асыл, говорит, сегодня, говорит, 07-07-07. Помните, была такая дата? Это, говорит, для вас, наверное, счастливый день. Приходите в понедельник на работу. Вот с тех пор, как бы, вот благодаря ему, я очень благодарен ему за то, что он мне дал когда-то шанс. Вот, и я оказался вот на этой ниве редакторской. Опыт именно работы в «Литере», он дал мне многое. Дальше я работал в газете «Вечерняя Алматы», городской нашей газете. Я там был зам главного редактора. Потом меня пригласили в «Казахстанскую правду». 5 лет я в Астане отработал с 17 по 22 год. И вот с 22 года министр Дархан Кадрали тогда был, да, он меня порекомендовал, значит, возглавить журнал, общественно-политический журнал «Мысль». Ну, наверное, об этом журнале можно много говорить. Я просто хотел подчеркнуть, что этот журнал имеет 100-летнюю историю. В прошлом году мы отмечали его юбилей, 105 лет было. Вот. Конечно, это очень ответственная работа, потому что эти издания, они, наверное, являются прародителями, да, современной журналистики. Вот. Поэтому это большая ответственность возглавлять их, определять их политику, контенты и прочее. О том, как сегодня эти издания функционируют, может судить наши читатели. Да. Мы поддерживаем обязательно обратную связь. У нас это очень развито. Да. Иногда бывают целые дискуссии по различным статьям. То есть мы печатаем и обратные мнения, то есть если есть какие-то альтернативные мнения по какой-то теме. Ну, то есть это вот такая интерактивная работа, интересная, живая работа. Хотя журнал, вот он в печатной версии выходит, у него также есть, у нас есть свой сайт, и в соцсетях есть страницы. Как, ну, это сегодня все издания. Мы, чтобы быть в ногу со временем, да, мы поэтому и развиваемся и в блогосфере. Вот если вернуться к тому, что как бы и вами в том числе, да, в немалой степени создавалась, вот фиксировалась, вернее, история независимого Казахстана, но вообще само вот ваше профессиональное становление пришлось именно на вот переломное
для Казахстана время, когда мы обретали свою независимость и когда все только начиналось. Какое самое яркое впечатление осталось от работы вот именно в то время? В тот период, да, вот представьте, да, произошел развал Союза, а вот до этого же, помните, была перестройка, демократия, да, люди получили глоток свежего воздуха, да, и вот после развала, ну, наверное, это все перешло и во всех республиках, да, вот этот глоток свободы, да, журналисты были смелыми, отчаянными, да, не боялись ничего, так сказать, писали правду. Даже вот если посмотрите газеты тех лет, да, там много острых публикаций. Я считаю, что да, в то время было такое время романтиков, да. Мы смотрели вперед с оптимизмом, да, знали, что в наших руках наше будущее, и не боялись идти вперед. Ну да, тогда это еще и молодость, наверное. Это да, естественно, молодость тоже имеет Когда ты важный все-таки... фактор. Это сейчас уже мы где-то осторожничаем, где-то что-то переосмысливаем. Это вы абсолютно правы, да. Сейчас 7 раз измеришь, прежде чем отрежешь, как говорится, да. А раньше мы, наверное, вначале делали, а потом думали. И в этом тоже есть свои плюсы. Наверное, поэтому многие из той когорты журналистов, которые в то время работали, да, люди, журналисты были отчаянными и смелыми, это, наверное, подтвердят многие и читатели, давали людям информацию, которая не везде могла быть напечатана. Они проводили расследования, они писали о проблемах, которые действительно волновали большую часть общества. Вот на сегодняшний день вы являетесь мэтром для молодых своих коллег, да, для журналистов. А в то время кого вы слушали? Кто вас направлял? Кто пытался остановить? Вы знаете, мы во все времена были, скажем так, как вы говорите, мэтр. Я себя как-то, вот вы сказали мэтр, я как бы себя мэтром таким не считаю. Почему? Потому что я даже вот работая со своими молодыми коллегами, я как бы переношусь в их состояние, в их возрастную категорию. Они не чувствуют разницы в возрасте. Мы как на «ты» там можем вместе что-то там делать, говорить. И я стараюсь, чтобы не было вот этой прям грани такой, разделяющей нас. Так легче находить взаимопонимание. А в то время, как бы, конечно, уже тогда были авторитетные журналисты, зубры тех времен. Это вот уважаемый мною Асид Ахмед Кутыкадам, 80-летие которого вот буквально на прошлой неделе наш журнал был инициатором. Мы провели конференцию в Национальной библиотеке вот, в честь него. Вот. В те годы, насколько мы помним, блистала газета «Караван», где работали Вадим Борейко, Сапа Микибаев. Вот. И много-много других имен, которые были авторитетами казахстанской журналистики, на которых равнялись, и некоторые из них до сих пор работают. Взрастили не одно поколение вот, журналистов, которые сегодня продвигают нашу отечественную журналистику. Вот вы с такой нежностью стали рассказывать о журнале «Мысль» и заметили, что в прошлом году был отмечен такой очень солидный юбилей, да, 105 лет. То есть все начиналось далеко-далеко до нас. Да. Вот, и существует. И опять-таки вы заметили, что, к сожалению, сегодня печатные издания либо мало читают, да, либо совсем не читают. И многие считают, что это уже такая изжившая вообще как бы страница нашей журналистики. Но все-таки 105 лет, сейчас уже 106 лет. На ваш взгляд, почему такие журналы, как «Мысль», они нужны? И почему их необходимо поддерживать и развивать, и все-таки доходить до юбилея в 200 лет? Ну хорошо, в 150. Да, журнал наш имеет вековую историю, но он тоже трансформируется, потому что время диктует свои условия. Если раньше журнал назывался «Партийная жизнь Казахстана», понятно, да, о чем он писал в те годы. Асид Ахмед Кутыкадам в свое время тоже внес большой вклад в то, чтобы журнал стал читабельным.
Он внес туда много аналитики. Сегодня в журнале можно прочитать статьи и общественно-политические, и комментарии известных экспертов. Также большое внимание уделяется истории, архивам. Вот. Мы работаем с архивами, когда там какие-то открывают новые сведения, да, разархивируют, нам присылают интересные статьи об этих уникальных материалах. Вот. Также много в журнале печатаем и о культурологии. У нас есть много интересных авторов, исследователей. Жалко, конечно, что иногда бывают интересные номера, и журнал, к сожалению, тоже, как я уже отмечал, да, подписка упала, вот, и недостаточное количество людей может его живьем почитать, так сказать, держа в руках. Но эти же статьи полностью выкладываются на нашем сайте, и судя по сколько посещений, я могу сказать, что да, есть своя читательская аудитория, сформировавшаяся, которая с нетерпением ждет выхода нашего журнала. Ну, мне кажется, это интересно. Ну, сейчас просто другая жизнь, и, может быть, то, что мы не приемлем, да, вот эти именно цифровые варианты, не то, что не приемлем, а как бы нам приятнее взять книгу или журнал в руки, нежели смотреть на экране. Но тем не менее. Я сам пропагандирую, значит, чтение печатных изданий. Ну, в моем окружении, в семье, так сказать, все дети, там, племянники, все знают, что у меня дома всегда есть газеты, журналы. Один раз я даже с газетой ехал в метро, вот, и решил проверить реакцию окружающих. Я открыл газету, вот так сидел, и на меня, знаете, смотрели, как на инопланетянина какого-то. Все вот так смотрят, думают, он в своем уме. Ну, то есть... Ну да, то, что раньше было, когда ты заходишь, да, и все вот так где-то разворот. Раньше да. сидели, да, это было обычное явление. Сейчас все сидят с телефонами, а тут какой дядька сидит с такой развернутой газетой, занял тут все кресло, можно сказать. Вот. Ну, я, естественно, пошелестел газетой. Это был исключительно такой мой эксперимент, да, я хотел понаблюдать, да. Вот. Ну, и сделал для себя выводы, что, естественно, сегодня многие, наверное, из молодого поколения, да, для них эта газета какой-то чуждый какой-то элемент. Вот. Книги, ладно, книги еще там им приходится читать, кто учится там в вузах, там, да, там, без этого никуда. А вот газеты сегодня читают наши родители, бабушки, дедушки, которые подписываются именно те, кому за 50, скажем так. Вот. Поэтому печатные СМИ, они, я думаю, что их век будет долгим. Ну, почему? Потому что в самых развитых странах, вот я был вот в Европе, да, сколько, я видел, ну, что несмотря на то, что у них самые передовые технологии, у них очень много киосков, газетных магазинчиков, где продают там сотни разных названий газет, журналов, есть выбор, и люди читают. И это не считается чем-то зазорным или старомодным. Вот. Они поддерживают свои издания. И сегодня нужна поддержка нашим печатным изданиям. Помните, отменили, да, вот принудительную подписку, когда-то вот писали, что жаловались учителя, врачи там. Но эти же сами врачи, учителя, они сами иногда обращаются в газеты со своими проблемами. Помогите нам решить то-то, то-то, да. Вот тогда мы их спрашиваем, а вы подписаны на наши издания? И некоторым из них бывает стыдно. Они говорят, ну, точно так же, как и убрали киоски. Киоски, да. Которые на самом розницу, деле... Да. Розница же, это же тоже, да. Ты все равно идешь волей-неволей. Ты смотришь, у тебя за что-то цепляется взгляд, и тебе уже хочется купить и прочитать. А когда ты этого не видишь, то, естественно, ты просто в этой вот суматохе жизненной забываешь обо всем. Я как-то вот несколько лет назад, проходя мимо киоска, видел, как висят газеты. Я не знаете, они уже пожелтевшие, уже выцвевшиеся, да, но они висят. И я по себе подумал, боже мой, держитесь, братцы. Держитесь, вы нам нужны. Да, вы нам нужны. Вот. Ну, я думаю, что, хотя, конечно, мы, может быть, упустили, как я уже говорил, да, момент, когда, значит, вот эту культуру чтения не так прививали, как хотелось бы нашему молодым поколению. Но я думаю, что интеллигентный, умный, уважающий человек обязательно
возьмет в руки книгу или газету, журнал, и что-то там найдет для себя интересное. Ну да, все просто у них происходит чуть позже сейчас, у нынешней Конечно, молодежи. конечно. Дойдут до книг. В прошлые века страны завоевывали армии, а сегодня просто, вот, об этом, наверное, политологи говорят и социологи, все, что нужно, это социальные сети, это информация, зачастую, как мы с вами говорили, непроверенная, точка зрения, не обязательно, да, с использованием альтернативных взглядов, и все. И мир завоеван. Вот как в таких условиях все-таки выстраивать вообще какой-то свой культурный информационный щит, чтобы объяснить той же молодежи, которая там мало читает, наверное, книг, да, что прежде чем принять ту или иную информацию за чистую монету, нужно проанализировать, нужно сравнить, нужно услышать чье-то другое мнение. Согласен абсолютно с вами, да. Информационная безопасность сегодня, наверное, выходит на новый уровень, потому что, как вы уже сказали, да, можно достаточно забрасывать в информационное поле определенные нарративы, которые прорастут и пустят корни, и тем самым, так сказать, условно, люди, которые этим занимаются, да, добьются каких-то своих целей. А у каждой страны есть своя информационная политика, развитие информационной безопасности, в том числе, которая должна сегодня, наверное, опираться на профессионалов в той же журналистике, в той же блогосфере, потому что среди тех же блогеров есть умные, авторитетные люди, которые тоже оказывают влияние на свою аудиторию. Вот. И в их руках находится, наверное, от того, как будет идти подача, разъяснение тех или иных событий, происходящих в мире, зависит многое. Поэтому также необходимо, я бы еще сказал, и развивать контент на государственном языке. Вы же говорите культурный щит, да? То есть язык, традиции, культура на языке того государства, это является тоже гарантией, да, своего рода щитом, который обезопасивает общество от внешнего воздействия других чужеродных культур, влияния. Поэтому здесь тоже нужно подходить, конечно, взвешенно, чтобы не перегибать палку. Но наша информационная безопасность — это, да, это дело рук сегодня наших сегодняшних современников, которые работают в этом поле и от которых многое зависит. Ну, вы часто общаетесь со студентами журфака, и как-то во время встречи вы спросили у второкурсников, что именно сподвигло их пойти в журналистику в эпоху, когда все как раз-таки хотят быть блогерами. Какой ответ студентов вас, может быть, удивил, может быть, порадовал, а может быть, озадачил? Я немного сделаю отступление. Угу. Я очень давно работаю со студентами, еще лет 12-13 назад, когда я работал в газете «Вечерняя Алматы», ко мне стали приходить девчонки на практику с КАСГО, с других вузов. Они приходили там по 2-3 человека. Смотрю, каждый день приходят и говорят: можно у вас практику пройти? Я говорю: да, конечно, я никому не отказывал. И потом смотрю, уже набралось человек 40. Ну что делать? Всех 40 я не потяну. И отказать, ну, у меня бы язык не повернулся, да. И я их разбил на маленькие группы, там по 5-6 человек, и в определенный раз в неделю ко мне они приходили. Я вот так открыл на базе редакции клуб журналистов, молодых журналистов. То есть я приглашал на эти занятия известных, авторитетных, как вы говорите, мэтров журналистики, редакторов, которые проводили вот в этот час-полтора у нас было занятие, да, вот они проводили вот такую встречу тет-на-тет, где журналист, молодые эти студенты могли напрямую задать интересующие их вопросы, все, что им интересно, узнать из первых уст, так называется. И вот эти занятия, да, я, наверное, где-то около года мы вот занимались. Но потом девчонки закончили, и все разлетелись, и многие из них до сих пор вот, помнят, поздравляют
по праздникам, звонят. Мне очень приятно даже. А вот то, что вы говорите, вот когда я приходил, это было занятие в Казну, меня мой коллега попросил заменить его. Вот. И я пришел в группу, и на меня смотрело там 30 пар глаз, и а группа казахская язычная, то есть предмет велся на казахском. И я, несмотря на то, что сам работаю в русскоязычных СМИ, я спокойно на казахском, мы общались, то есть они думали сейчас, что он нам скажет, тут расскажет. А получилась интересная дискуссия. То есть, может быть, она немножко отошла от рамок, которые, значит, были у них там отмечены, да, преподавателем. Но получилась интересная дискуссия. И вот там я как раз и задал вопрос, да, что вас сподвигло прийти в журналистику. И были ответы среди них, что меня порадовало, то, что они говорили, что именно журналист, они отличали, вот многие из них, они отличали, что журналист, он действительно это авторитетное, ответственное лицо, которое сегодня занимается продвижением каких-то духовных, нравственных, идеологических каких-то направлений, ценностей. И мальчишки и девчонки, которых я спрашивал, да, они, конечно, хотели быть похожими на каких-то известных наших журналистов. Я, говорю, хочу быть такой, вот, как он. Вот. Мне нравится, я с детства, с юности смотрю его передачи. То есть это хорошо, что вот они на примере старших коллег хотят быть похожими на них, равняются. Вот. Но никто из них не сказал, что хочет быть блогером. Не знаю, может быть, чем это связано, но, наверное, они понимают, что, чтобы стать блогером, наверное, не надо там особо где-то учиться. Там. У наших отечественных журналистов есть продолжатели. Это меня очень обрадовало. Я понял, что за нами будут идти люди, которые будут нести какие-то уже в будущем какие-то новые духовные идейные ценности. Ну вот мир меняется, мы меняемся, и журналисты меняются, да, в том числе. Конечно. И, конечно, и подготовка сейчас совершенно другая, да, новых профессионалов. Хотя остаются, конечно, академические дисциплины. Но, на ваш взгляд, язык современной журналистики изменился? Вот какой он? Или он остался, просто расширился? Язык, наверное, современной журналистики, конечно, меняется в соответствии с веяниями времени. Язык журналистики, он более конкретный, информативный, который несет в себе, знаете, информацию сжатую, может быть, емкую. Читателей ведь не обманешь, да? Им нужно что? Им нужно конкретно факты, доказательства, и лишние вот эти разглагольствования, да, их мало кого сегодня уже интересует, поэтому и журналисты сегодня, наверное, и пишут, и говорят конкретно по существу какого-то предмета, явления, там, события, и, естественно, накладывает отпечаток и время, как говорится. Если это было там 30 лет, одни требования, сегодня это уже другие, и интерес, и спрос, и у читателей другие. Поэтому и журналисты тоже меняются. А вообще, возможно, сегодня, допустим, вот через такое, я понимаю, что сейчас вот как говорят про молодежь, да, клиповое сознание, что быстро, здесь схватил, там схватил. Но тем не менее, четко изложить факт, дать короткую оценку аналитика, а потом уйти в описание. Будет это описание читать? Вот через этот интерес факта и мнения какого-то профессионального. Сегодня многие материалы строятся, наверное, так, да, потому что у нас очень много информационных ресурсов, да, где в основном у нас даются короткие информационные сообщения. Вот. Здесь и возрастает роль именно печатных изданий газет, потому что газеты-то, естественно, не успевают за событиями. Если на сайте это тут же молниеносно поместили, оно вышло, прочитали, а газета выйдет завтра, кому эти новости уже интересны? Никому. Поэтому сегодня газеты ориентируются именно больше на аналитический контент. То есть туда больше дается мнение экспертов по тем событиям, которые случились там накануне, например. Полностью расклад идет, рассказывается. Вот. Поэтому, наверное, да, вот сегодня
вот в таком формате, наверное, и работают многие печатные издания. Вот как вы относитесь к чистоте языка, казахского языка, русского языка? Я сама читаю быстрые вот эти новости, не знаю, там в соцсетях, да, ну, что хотя бы заголовки, потом что тебя цепляют, уже дальше начинаешь копать. И зачастую я даже вот не поленилась, насколько я ленивый человек, вообще не активна в соцсетях, но я не поленилась и написала. Ну, с такими ошибками пишут, с такими ошибками говорят. И вы же журналисты, вы же претендуете, у вас там, не знаю, там миллионная армия подписчиков. Вы чему учите? Ребят, да, вы мне дали новость, первая я ее узнала благодаря вам. Но как? Какой ценой? Знаете, этим грешат сегодня многие. Не только блогеры, там, лидеры общественного мнения, но и официальные какие-то СМИ. Я часто, бывает, когда просматриваю утром новости на известных ресурсах, и периодически попадаются ошибки, я не ленюсь, я звоню, пишу, говорю, ребята, срочно уберите, поправьте. Мне потом говорят, спасибо вам. Да, бывает такое. Может быть, это какая-то неосмотрительность, ошибка там корректора, но я думаю, что нужно внимательно следить, потому что вот раньше, например, в газетах у нас были самые лучшие были критики, это наши читатели. В газете вышла какая-нибудь опечатка, тут же звонят бабульки, целый день звонят. У вас ошибка на такой-то полосе. Ну, это тоже, да, мы говорим спасибо вам, обязательно учтем. Вот. И поэтому за чистоту языка я ратую двумя руками, потому что я думаю, что здесь должна быть, наверное, все-таки какая-то многоступенчатая проверка какая-то, да, потому что не должен там журналист быть и жнецом, кузнецом, и, как говорится, на дуде и грецом. Там он должен написал, отдал там зав. Отдел прочитал, и дальше там кто там, редактор уже смотрит. Вот. А бывает, что некоторые сами, то есть журналист написал, тут же отдает выпускающему, это что, его дело залить текст и все. Может быть, и контроля нету дополнительного. Я считаю, что эта ответственность полностью лежит на руководстве этих изданий. Ну, а блогеры, конечно, да, среди них, в основном-то это, я бы их назвал, может быть, любителями, да, где-то. Даже вот информационное агентство, которое быстро дает, да, тоже этим грешат. То есть вот, может быть, вы правы, что быстро, а посмотреть, что быстро. Конечно. Мы же все тоже являемся блогерами. Вот хоть я работаю в официальных СМИ, у меня тоже есть свои страницы, я тоже стараюсь там, если, не дай бог, там где-то что-то, какая-то ошибочка, благо есть возможность зайти, исправить, да, быстро. Все мы, как говорится, люди, поэтому всякое бывает. Но я считаю, что да, надо всегда проверять, и чистоту языка нужно обязательно соблюдать, чтобы в казахскоязычном и в русскоязычном сегменте, да, чтобы не было вот этого диссонанса. Но вот вы говорили, моя семья, мои дети. А вот дети, они все-таки куда? В сторону медиков? В сторону журналистов или свой путь выбирают? Вообще ни ту сторону не выбрали. Вот. У меня супруга была врачом, доктор наук, да, была, к сожалению, она скончалась 3 года назад. Но дети, они выбрали свое, например. Сегодня, старший сын у меня окончил нархоз, да, по финансам он, практикуется. Младший у меня системный администратор, то есть вот он закончил энергетический институт, да, он работает, в одном из банков, занимается безопасностью внутренней. Поэтому я, конечно, был вначале расстроен, да, думал, мы же привыкли, что когда есть кто-то за тобой идет, ты передаешь свой опыт, там пытаешься, да, направлять. Хотя есть племянница. Племянница пошла по моим стопам. Вот. Но она иногда советуется, что мне нравится, да, звонит, говорит, вот так. Но вы ведь тоже пошли по совету? Да, вот дяди. Вы правильно сказали. Именно дядя, да, на меня оказался. Вот как я уже говорил, да. Я не знаю, если бы он на меня не повлиял, наверное, я бы, может быть, с 5-й попытки поступил бы в этот медицинский. Каким бы я врачом стал бы, я не знаю. Вот. Но каждый должен быть на своем месте, заниматься своим делом.
Да, уже сейчас смотришь назад, думаешь, боже мой, так время быстро летит. Вроде вчера все это было, но сегодня уже оказываешься уже где-то ближе к финишной прямой. Вот. Ну, до финишной прямой еще далеко, а тем более с вами такое увлечение и такой талант, как поэзия. Вы сами сказали, что с детства я писала стихи. Вот, и уже, собственно, вы состоялись и как поэт. Вот про эту грань своего таланта, своей личности расскажите. Есть такое, грешу этим. Но я пишу стихи, да, с юности. Но это было больше, наверное, знаете, возможностью самовыражения, когда ты можешь выплеснуть свои эмоции, переживания на лист бумаги. Но почему-то я никогда не считал, что я должен там прославиться, печататься где-то там, издавать. Эти все мои стихи и прочие, да, произведения, они у меня хранятся. Сейчас уже оцифровал. Вот, есть и рукописи много. Вот. Но это, конечно, это отдельная такая тема, которая, наверное, отдушина, я бы сказал. И буквально я вот последние года два, может, я уже стихи редко-редко уже пишу. Наверное, муза покинула, наверное, уже. Но при каких-то сильных, каких-то эмоциональных переживаниях или когда ты находишься там в состоянии там, влюбленности, там что-то, когда ты переживаешь за чью-то судьбу, когда ты переживаешь за страну, вот это все сподвигает тебя браться за перо. Я, кстати, вот свои стихи выкладываю на одном российском сайте, да, лет 10 назад, 12 назад. Мне порекомендовали, что там можно их выставлять. И вот они там у меня и на обозрение, там, желающие могут там ознакомиться с творчеством моим. А так, я бы хотел сказать, что вот мои коллеги из журнала «Девчонки мои», они меня уже в последнее время активно говорят: Асыл Иванович, давайте издайте свой там сборник стихов, сборник прозы, закончите свой роман, наконец, да, который уже там 7-й или 8-й год, и я никак не могу его закончить по разным причинам. Но я вот думаю, наверное, придется сдаться на милость этим Надо сдаваться. коллегам. Да. Может быть, уже из, так сказать, из журналистской стези перейти в писательскую, хотя это тоже очень интересная сфера, да. Свое, так сказать, когда я работал в Астане, да, судьба меня сводила с Абдижамилом Нурпейсовым, да, известным нашим писателем. Сейчас я дружу, общаюсь с писателем нашим Роланом Сисимбаевым тоже тесно. То есть это люди, они уже дали мне много каких-то новых, интересных, с их колокольни сегодня, скажем так, мыслей, наставлений, которые я тоже стараюсь использовать в своем творчестве. Но вот излишняя скромность здесь ни к чему. Ни к чему. Нужно писать, и правильно говорят вам ваши девушки-коллеги, да, что нужно писать, тем более сыновья. Один сын поможет издать, второй сын поможет подготовить. Согласен. Так что нужно уже опираться на молодых и идти дальше. Но, знаете, возникает вот интересный вопрос, и как бы мы вот, готовясь к этой передаче, обсуждали, мне кажется, вы сможете на него ответить. В казахской степи исторически человек, который формировал правду, истину, который доносил эту истину и ценности, настоящие ценности, это были жарау. Затем уже в современном мире на себя как раз-таки эту миссию взяли поэты и писатели, да, и Мукагалим Макатаев, Олжас Сулейменов. А вот сегодня, опять возвращаясь к тому, что нас сегодня окружает, да, такое разнообразие любителей, кто сегодня в современном мире, на ваш взгляд, представляет вот этот глаз народа? Почему вроде и много таких, да, кто пытается, а вот таких масштабных, больших личностей, знаете, к сожалению... Вы правы в том, что действительно вот сегодня, наверное, таких глыб именно современников, ну, скажем, моих даже, да, мне сложно кого-то сейчас припомнить. Вот. И с чем это связано? Сложно сказать. Наверное, эти люди, о которых вы говорили, Мукатаев, Олжас Сулейменов или вот недавно скончавшийся Мухтар Шаханов, да, тоже они внесли большую лепту в
в развитии не только литературы, а это люди-мыслители, которые оставили целый пласт для изучения потомкам, для изучения их творчества, их мыслей. Поэтому, ну, конечно, сегодня, наверное, если люди, наверное, ищут тех, кому хотелось бы прислушаться, тех, на кого хотелось бы в чем-то равняться, но, наверное, так навскидку сложно кого-то сказать, но из современников, да, сегодня есть таланты, они очень сложно пробиваются вот к этому своему Олимпу. Сегодня вот мы же говорили про тех же самых блогеров, да, среди них тоже есть люди с ясным умом, четким мышлением, которые могут тоже по-своему вести диалог с народом, где-то открывать глаза на что-то. Ну, я считаю, это тоже своего рода. Может быть, это в другой форме, не в литературной, там, не через книги, произведения, а может быть, через какие-то вот свои мысли, которые они излагают на своих страницах, делятся со своими читателями, аудиторией. Поэтому я думаю, что, наверное, обязательно появятся на горизонте такие люди, которые со временем станут авторитетами, уважаемыми, которым будут прислушиваться и которые тоже окажут большое влияние на общество. Такие люди будут обязательно, мне кажется, в будущем. Ну а сейчас, я думаю, в завершении нашего разговора пора все-таки призвать ту музу, о которой вы говорили, которая вас-то временно покинула, потому что в любом случае, мне кажется, самым достойным завершением нашей беседы будет слово. И хотелось бы услышать какие-то строчки ваши любимые, какое-то одно из ваших стихотворений. Стихотворений. Хорошо, я вот честно скажу, на память мне будет сейчас сложно, да, но чтобы я, так сказать, не запнулся, можно прочитаю, да? Давайте строить корабли с мечтой о дальних странах и плыть на самый край земли сквозь толщу океанов, чтоб встретить первыми восход у берегов Японии, где бросит якорь пароход, гудя во все симфонии, и на причал сойдем гурьбой, где сакурой встречают, негромко подпоет прибой под крик голодных чаек. Там хорошо, там чай нальют, накормят рыбой свежей, на шхунах весело поют, дрейфующих прибрежно. Но ночью вряд ли я усну под шум рыбацкой пляски. Хочу опять поймать волну и плыть аж до Аляски. Я строю корабли из грез, рисуя ватерлинию, но чаще плыть среди берез, где небо ясно-синее. Вот на этой, так сказать, ноте хотел бы закончить сегодня свое выступление. Нужно мечтать о хорошем, стремиться осуществить эту мечту. Наверное, в этом и заключается в чем-то наша миссия на этой земле. Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Нас поздравляю. Спасибо. Я желаю, чтобы все-таки муза над вами по-прежнему летала, чтобы появлялись новые стихи, был дописан роман. И чтобы ваша профессиональная деятельность и дальше доставляла вам удовольствие и растила эти новые таланты, которые мы видим сейчас в аудиториях наших университетов. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вечные ценности». Сегодня у нас в гостях был журналист, поэт, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Асыл Сагимбеков. Увидимся через неделю.